Здравствуйте, ребята! Я фея Велина. Я хочу рассказать вам сказку братьев Гримм «Король лягушонок». В старые годы, когда стоило лишь пожелать чего-нибудь, и желание исполнялось, жил-был на свете король. Все дочери его были так прекрасны, а уж младшая королевна была так прекрасна, что даже само солнышко, так много видавшее всяких чудес, и то дивилось, озаряя ее личико. Близ королевского замка был большой темный лес, а в том лесу под старой липой вырыт был колодец. В жаркие дни заходила королевна в темный лес и садилась у прохладного колодца. А когда ей скучно становилось, брала она золотой мячик, подбрасывала его и ловила. Это была ее любимая игра. Но вот случилось однажды, что подброшенный королевой золотой мяч попал не в протянутые руки, а пролетел мимо, ударился озимь и покатился прямо в воду. Королевна следила за ним глазами, но, увы, мячик исчез в колодце. А колодец был так глубок, что и дна не было видно. Стала королевна плакать, плакала, рыдала все громче до горя с ним и никак не могла утешиться. Плачет она, заливается, как вдруг слышит чей-то голос. Что с тобой, королевна? Ты так горько плачешь. Я плачу от того, что мой мячик упал в колодец. Успокойся и не плачь больше. Я могу помочь тебе в этой беде. Но скажи сначала, что ты мне дашь, если я достану твою игрушку? Да все, что хочешь, милый лягушонок. Мои платья, мой жемчуг. Я отдам тебе даже корону золотую, которую ношу. Нет, не надо мне ни твоих платьев, ни жемчугов, ни драгоценных камней. И твоей золотой короны я тоже не хочу. А хочу я, чтобы ты полюбила меня и подружилась со мной. Я хочу играть с тобой во всякие игры, сидеть рядом с тобой за твоим столиком и есть из твоей золотой тарелочки, пить из твоего золотого стаканчика и спать в твоей постельке. Вот если ты мне все это пообещаешь, я сейчас же нырну в колодец и достану твой мячик. Ну, конечно, обещаю тебе все, что хочешь. Только достань мне поскорее мой золотой мячик. Что он там болтает, глупый лягушонок? Сидел бы в луже со своей родней, да квакал. Разве может быть лягушка другом человеку? Заручившись обещанием, лягушонок исчез в воде, опустился на дно, а через несколько мгновений опять выплыл, держа во рту мячик. Затрепетала от радости королевна, увидев свою игрушку, подняла ее и убежала. Постой, постой, возьми же меня с собой. Я не могу бегать так быстро, как ты. Куда там? Напрасно ей вслед во всю глотку квакал лягушонок. Не слушала беглянка. Поспешила домой и скоро забыла о бедном лягушонке. На следующий день, когда королевна с королем и всеми придворными сели за стол и стали кушать со своего золотого блюдца, вдруг шлеп, 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 шлеп. Кто-то зашлепал по мраморным ступеням лестницы и, добравшись доверху, стал стучаться в дверь. Королевна младшая, отвори. Дитятка моя, что же ты боишься? Уж не великан никакой стоит за дверью и хочет похитить тебя. О нет, это совсем не великан, это просто гадкий лягушонок. Чего же ему нужно от тебя?
Ах, милый отец, сидела я вчера в лесу у колодца, играла в мяч. И вдруг мой золотой мячик упал в воду. И я заплакала. И тогда этот лягушонок достал мне его и потребовал, чтобы я взяла его себе в друзья. Ну, я и пообещала. Мне ведь и в голову не приходило, что он может вылезти из своей лужи. А теперь он явился сюда и хочет, чтобы я его впустила. Королевна-младшая, отвори! Разве ты забыла, что сказала мне у глубокого холодного колодца? Отвори! Что? Что же ты пообещала? То и должна исполнить. Ступай и отвори. Она пошла и отворила дверь. Лягушонок вскочил в комнату и, следуя по пятам за королевной, доскакал до самого ее стула, сел подле и крикнул: Ну, посади меня рядом с собой. Королевна все медлила, пока, наконец, король не приказал ей это исполнить. Едва лягушонка на стол посадили, он уж на стол запросился. Посадили на стол, а его все мало. А теперь подвинь ко мне поближе свою золотую тарелочку. Будем есть вместе. Что делать? И это исполнила королевна, хотя и с явной неохотой. Лягушонок уплетал кушанье за обе щеки, а молодой хозяйке кусок в горло не лез. Наконец гость сказал: Ну вот, я и сыт. А теперь снеси меня в свою комнату и приготовь свою шелковую постельку. И ляжем мы с тобой вместе спать, а то я что-то устал. Расплакалась королевна, и страшно стало ей холодного лягушонка. Дотронуться до него боязно. А тут он еще на королевниной мягкой чистой постельке почивать будет. Но король разгневался и сказал: Кто тебе в беде помог, того тебе потом презирать не годится. Взяла она лягушонка двумя пальцами, понесла к себе наверх и ткнула в угол. Но когда она улеглась в постельке, подполз лягушонок и говорит: Я очень устал и хочу спать. Возьми меня к себе, а не то я пожалуюсь твоему отцу. Ну уж тут королевна рассердилась до чрезвычайности, схватила его и бросила, что было мочи, об стену. Ну, теперь-то ты уймешься, наконец, мерзкий лягушонок. Упавши на землю, обернулся лягушонок статным королевичем с прекрасными ласковыми глазами. Тут рассказал он ей, что злая ведьма чарами обратила его в лягушку, что никто на свете, кроме королевны, не в силах было его из колодца вызволить, и что завтра же они вместе поедут в его королевство. И стал он по воле короля милым товарищем и супругом королевны. Вам понравилась сказка? Я вижу, ваши глазки слепаются. Спокойной ночи.